Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какие перемены не заставят себя ждать? Если тема интересна, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, какие перемены не заставят себя ждать. Я надеюсь, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вот твоими руками. Так, прекрасно. Прекрасно. Знаете, мои милые, у вас появится новый человек в жизни. Человек либо друг, либо советчик, либо покровитель. Тот, кто вам поможет, действительно, не просто вот на словах, да, а кто-то тебе поможет, а кто-то тебе подскажет. Нет, здесь появится именно тот, кто будет конкретно для вас что-то делать. И это что-то очень важно, очень полезно и очень нужно. Вот, возможно, вам в жизни никогда никто не помогал. И всего всегда вы добивались сами. Худо, бедно, хорошо, плохо, но добивались. Вот как один человек. А тут ситуация в корне меняется. Идет тот, кто освещает вам путь. А что значит осветить путь? Это и подсказать, и сделать. И, возможно, даже что-то за вас делать. Вот такой человек у вас прям на пороге, потому что это корень рисунка. И этот человек идет под птицей. Птица — это благо, это новость. Это, действительно новый человек, как птица ворвется в вашу жизнь. Вот прилетит и скажет, что хочешь, что тебе надо сделать. Вот все сделаю, вот только скажи. Я здесь для тебя. Замечательно, просто идеально. Воспользуйтесь этим моментом. Не отказывайтесь от помощи. Вы откажетесь от помощи, но считайте, что вы обидите высших сил. Ведь это они послали этого человека, чтобы он вам помог, подсказал, подтолкнул. Да? Там, где надо. Мостик вам сделал, провел через темный лес. Для этого вы просили помощи. Вот, пожалуйста, получите. И идет вот такой ангел. Ангел во плоти. Он, может быть, и сам не знает, что он ангел. Либо она не знает. Но есть огромное желание вам помогать. Не бойтесь, не спросит с вас ни платы, ни оплаты, ни каких-то там, скажем так, бартера какого-то. Нет, этого не будет. Человек придет, для вас сделает и дальше пойдет по своим там ангельским делам. Замечательная ситуация. Помощь придет оттуда, откуда не ждете. Вот ворвется человек, поможет сделать свою работу. Скажет, вы довольны? Вы скажете, да, вполне довольны. Он скажет, все, я иду дальше. Вы скажете, спасибо, заходите еще. И вы знаете, если надо будет, зайдет. Даже не сомневайтесь. Дальше, мои хорошие, у вас тут слон вышел. Смотрите, в правой стороне, вот он слон. Правда, очень худой. И хобот поднял вверх. Это очень хороший знак. Слоны — это всегда как достаток, деньги, денежный канал часто слонами выходит. Либо слон еще может означать вашего партнера. Мужчину, да, но если вы женщина. Почему худой? Потому что слон только лишь становится на ноги. Значит, смотрите. Ваш финансовый канал начнет крепчать. Это не будет так, что бац, и на голову миллион упал. А это будет вот пойдет денежка. Пойдет так стабильненько. Пусть ее будет немного, но она пойдет. Этот поток начинает прирастать, увеличиваться. Вот эта сила напора появляется. Это будет происходить. Но не сразу, но не одномоментно. То есть вот сначала там капелька усиливается, струечка появляется, а потом уже вот понеслась там река целая. Вот и у вас так будет. Если вы в паре, в браке, и ваш супруг там, либо супруга чем-то пытались заниматься, да, либо какие-то планы, уже какие-то действия идут,
то да, все получится, причем получится замечательно. С правой стороны вышло, это во благо. Это то, что 100% случится, и вам идет во благо. Если вас какие-то результаты изначально не будут устраивать, не переживайте, не зацикливайтесь на том, что не столько денег, как хотели, да, либо хотелось бы побольше. Не переживайте. Слон поднял хобот вверх, это значит, что будут прирастать. Вот как-то поэтапно, постепенненько, это все плавненько пойдет. Это нормально, это естественно. Во-первых, и вы, как научитесь, да, вот более-менее адекватно, извините за слово, да, распоряжаться своими финансами. И шальные деньги, скажем так, да, в голову не вскружат. Это тоже очень важно. Все будет. Даже не переживайте и не думайте. Дальше, мои хорошие. Здесь кто-то, либо семья, либо друзья, у кого-то есть проблемы. Вы за этих людей переживаете. Хотелось бы помочь, хотелось бы подсказать, но либо возможности нет, либо люди не хотят принимать. Значит, смотрите, не переживайте, все будет. Там такая ситуация идет, что рано или поздно этот вопрос решится. И решится он, как ни странно, благодаря вам. Вашему желанию, либо вашему какому-то содействию, участию. Возможно, придется помогать как-то тайно, да, вот не афишируя свою помощь, либо с кем-то договориться, да, чтобы так по-хитренькому помочь. Если дело касается ваших детей, взрослых детей, да, вы бы хотели помочь, все будет, и у детей все будет, и поможете, и дети будут благодарны, и оценят, и поймут, и вы восстановитесь, и общаться будете, и прям любовь, морковь, все будет. Вот переживать не надо. Время сложное, я это вижу. Вижу, что люди как-то немножко так полубоком стоят, да? Потому что что-то не договорились. Либо там характер противный, да, там формируется и прочее. Хочется самостоятельности. Но эта ситуация, она обязательно поменяется. Все будет просто идеально. Вот чтобы вы не переживали. В правой стороне, значит, 100% исполнится. Дальше, мои хорошие, по левой стороне. По левой стороне здесь идет предупреждение по поводу здоровья. Здоровьем надо заниматься. У вас возможном, но неопределенном возможном, идет ситуация какой-то операции, что ли. Операция, не знаю. То есть, может быть, вам сказали, что нужно будет операцию делать, либо вы сами вот понимаете, что да, то, что у меня там болит, да, моя проблематика, она операбельна. То есть люди идут через операцию. И вы сейчас вот зацепились за это, вы операцию, например, там боитесь, либо, может быть, она вам не по карману, и вы за это очень переживаете. Смотрите, если вы начнете заниматься усиленно этим вопросом, если вы будете искать помощи не только, например, там, в поликлинике, как вы там обычно ходите, но и будете расспрашивать у других людей, вам могут дать просто какие-то идеальные советы, посоветовать гениальных там докторов, специалистов, там, может быть, узких специалистов, кто вас без всякой там операции на ноги поставит. Но опять же, там лечиться надо будет, может быть, дольше, может быть, как-то там, не знаю, может быть, какие-то методики новые, не знаю, что-то будет происходить. Это возможно. Возможно избежать то, чего вы боитесь. Вот связано с операциями. Манипуляции, операции, да, какая-то сложность идет. Но здесь нужно быть очень активным человеком. Ищите помощи, ищите. Не так, что вот я пошла в поликлинику, мне этот доктор говорит, только операция. Я вот сижу, боюсь этой операции. Идите к другому, к 5-му, к 10-му. Вот сколько надо, столько ходите. Потому что песок говорит, вы найдете. Вы найдете того, либо тех, кто вам поможет, вылечит, на ноги поставит, без всяких вот таких сложных каких-то вмешательств. Тем более, если вы так сильно боитесь. Дальше, мои хорошие, кто-то у меня сейчас определиться не может, да, либо больше как определиться, да, что делать. Уходить, оставаться, уезжать, жить, выживать, приспосабливаться, да, вот какие-то мысли. Вроде и там вам не нравится, где находитесь, но будущее вас пугает, а вдруг там будет хуже, да, куда я там собираюсь ехать, либо куда мне надо поехать. Вот вообще не бойтесь. Не бойтесь, и все. Ваша судьба уже прописана. Вот кому нужно перемещаться, переезжать, вы это понимаете, вы переедете, вы переместитесь. Не просто так сложились все эти обстоятельства. Это была ваша судьба.
Вы должны были свою жизнь прежнюю вот прям заблочить, точку поставить и идти в новое. Вот если бы та ситуация не случилась, скорее всего, вы бы и дальше оставались в том положении, в каком были. У вас прекрасное и светлое будущее. Так что не сомневайтесь, не переживайте, поезжайте. Поезжайте. Да, тут, в принципе, знаете, как тут дорога сама вас найдет. Придет то время и тот час, когда вас просто позовут в путь. И вам ничего не останется делать, как просто встать и пойти. Пойти в новое будущее, в счастливую новую жизнь. Дальше, мои хорошие. Здесь мужчина ушел от женщины. Ушел, причем ушел как-то вот вообще прям плохо ушел. Знаете, как вор ушел, как преступник вот бежал в ночи, там, да, либо с каким-то прям там пафосом, да, там стукал дверью, там обзывался. То есть, очень плохо поступил. А женщина все ждет, все надеется, все переживает. Говорит: боже, чтобы он вернулся, я ж люблю, хочу. Без него жизнь там не мила. А у женщины есть либо детки, да, либо что-то вот у нее есть, за что она заботится, переживает еще помимо этого мужчины. А мужчину, скорее всего, другая женщина увела. Потому что, смотрите, вот он, видите, уходит, вы пытаетесь его держать, а вот она его ведет. Видите, вот хвостом и рукой зацепила и ведет. Такая, знаете, бесовка-чертовка. Значит, смотрите, он ушел, но он вернется. И вернется он ровно в тот момент, когда он вам будет не нужен. Не нужен. Почему? А потому что у вас путник над головой. Мужчина идет новый в вашу жизнь. Вот этот, он локти себе будет кусать, он голову будет бить об стену от боли, от обиды, от, знаете, как совести, да, что потерял вас. Он соблазнился на эту бабу. Она тут, конечно, тоже постаралась, поработала. Не зря она, видите, хвостом его за шею держит. Конечно, за хвостом это держать. 100% что-то делала. Но он тоже виноват. Ему хочется приключений, ему хочется какого-то драйва. Да, типа я ж там еще, ого, да, пойду погуляю. Что, пойдет погуляю, так же и вернется. Придет побитый, измотанный, замученный, как лимончик выжатый. Живого места не будет. Она все с него заберет, все прям высосет. Знаете, как вот пауки мух высасывают, когда их ловят. И вот она с ним так поступит. Мало того, она ему еще такую проблему огромную сделает. Там страшно. Страшно, что с ним будет, но он это все заслужил. Все заслужил. Вот прям от первого до последнего пункта все заслужил, потому что он негодяй. Вот вы, простите, девочки, я понимаю, что вы все ждете, надеетесь, любите, но вы поймете, о чем я говорю. Он негодяй. Первостепенный негодяй. Вот она с ним сделает ровно то, что он сделал с вами, только в 10 раз больше или в 100 раз больше. Вернется, приползет, никуда не денется. А вы ему и так и скажете: а все, дорогой, поезд ушел. А почему? А потому что вы счастливая будете, потому что идет в вашу жизнь тот, кто вам по судьбе. И это мужчина замечательный. Вы в него влюбитесь, и, знаете, вот вы думаете: я люблю вот этого негодяя. Но когда вы встретите своего путника, вы поймете, что такое настоящая любовь. Что такое настоящая взаимная любовь. Потому что такой любви еще не было. Вот оно счастье идет. А знаете, этот мужчина идет, он, во-первых, очень состоятельный, состоявшийся, и ручки у него золотые. Вот прям все, что в жизни есть, он все сделал сам, все своими ручками сделал, всего добился сам. Вот никто ему не помогал. Жизнь такая у него непростая, всего добился. Мало того, что он идет сам, он еще с собой семью ведет свою. Вы знаете, у вас такая большая семья будет, веселая, добрая, там все как один. Все друг за дружкой горой стоят. Особенно актуально для тех, у кого вот, как сироты, да, либо, там, может быть, мама, там, либо папа только есть. У вас будет огромная прекрасная семья, любящая, заботящаяся и, главное, веселая. Жизнь не жизнь, а праздник, да, вот так можно сказать. Девчонки, вот он ушел, вам осталось, буквально тут, если вот по мере, да, по временам, где-то вот месяц-полтора у вас новый мужчина появляется. И вообще как рукой снимет. Вот это и тоску, и боль, и переживания, все как рукой снимет. Что может остаться, это обида. Вот с этим нужно будет бороться. Хотя, когда вы увидите этого своего потерпевшего, и обида пройдет, поймете, что судьба его
очень крепко наказала за вас. И уже и обижаться не будете. А главное, что не позволяйте ему еще раз испортить вам жизнь. Потому что он придет такой, знаете, весь ободранный, обшарпанный и будет на жалость бить. А вы ведь добрая, а вы ведь можете пожалеть. Вот это делать нельзя. Нет. У вас новая жизнь с новым мужчиной. Все, вы будете счастливая. А вот этот все себе сам заслужил. Это ему такой прям такой урок мощный. Вот всем другим в назидание, чтобы видели и знали, что нельзя так поступать, нельзя быть подлецом. Рано или поздно расплата придет, а она придет. Так, мои хорошие, дальше идем. Здесь у меня, смотрите, два человечка договорились. Здесь вот отыграется у одних, что на расстоянии люди, и мужчина вот этой птицей все-таки как соглашается с чем-то. То есть пришлет вам сообщение, что он там согласен, либо приеду, либо вот будет так, как ты скажешь. Потому что женщина у нас здесь с Луной, Луна — это женская сила, и женщина у нас такая вот пухленькая, а мужчина худенький вышел, слабенький, и птица летит от мужчины. Значит, мужчина будет принимать, и мужчина будет соглашаться. Вот, мои хорошие. Если у вас какие-то были там с мужчиной вопросики, неважно, это про любовь, про дружбу, семейные, может быть, даже бизнес, какие-то вопросы, мужчина согласится. Мужчина примет ваше старшинство и ваше главенство в этой ситуации. То есть будет так, как хотите вы. Даже не сомневайтесь. Дальше. Здесь у нас крестик вышел в правой стороне. Ну, крестик — это знак судьбы. Вышел он иксом, это уже хорошо. И смотрите, мои хорошие, ну вот по судьбе кому-то ребеночка еще одного иметь. Либо воспитывать ребенка. Может быть, внуков будете воспитывать, может быть, правнуков. Вот идет, как будто бы это ваше, вот как зона вашей ответственности. Вот в этом воля судьбы. Вот кто уже в возрасте, девчонки, если забеременеете, ну вот это ваше, вам во благо. Если вы не имеете там деток, да, либо ну, там детки уж совсем там взрослые, значит, внучок появится, либо внучка. Может быть, вы с ребенком начнете работать, чужим ребенком. Вот у вас через этого ребенка идет исполнение воли судьбы, плюс вам еще идет как энергия, пополнение вашей энергии. То есть улучшение вас, вашего состояния, вашего настроения, вашего здоровья. Вот через ребенка вам даются силы для того, чтобы этого ребеночка там, ну, воспитывать с ним, развиваться, там, развивать, вернее, этого ребенка, растить. Это очень замечательно, мои хорошие. Обновление идет, обновление. Если были какие-то проблемки, особенно по здоровью, либо ну, по, знаете, настроение такое, что вот ничего не хочу, живу одним днем. Ну, прожил день, ну и ладно, ну, слава Богу, да, и следующий точно такой же проживу. Нет, вот ребеночек поменяет вашу жизнь. Тут краски пойдут, тут радость пойдет, наполненность, желание. Это замечательно. Дальше. Работа тут у нас выходит, работа. Работа, которую, ну смотрите как, вам, конечно, придется работать, но работать вы будете как-то на себя, для себя. То есть работа, которая приносит удовольствие. Если сейчас, например, вы работаете, и все очень плохо, вам не нравится отношение начальства, вам не нравится то, сколько вы зарабатываете, то здесь нам очень четко показали, что вы в центре, вы счастливы, вы рады. Да, вы работаете вы много, но это приносит вам удовольствие. Вам приносит это все отдачу 100%. То есть и деньги получаете, и удовольствие. И эта работа у вас, ну вот, немножечко попозже идет, но все равно она идет, будет. Если вы на пенсии, допустим, да, если вы уже там свое отработали, то это идет какое-то новое увлечение, новое хобби. То, что вы сможете потом еще и монетизировать. То есть за свое удовольствие вы будете получать награду. Мало того, кому-то еще идет роль учителя. Может быть, вы людей будете обучать ремеслу, искусству, да, какие-то знания передавать. Вы знаете, вы очень многого добьетесь. Очень многого. Вы такой человечек значимый идете. То есть, ну вот как педагога от Бога, да, так можно сказать.
У вас будет очень много благодарных, я не знаю, то ли клиентов, то ли учеников. Вот люди вас будут благодарить, восхвалять вас будут. А потому что заслужили, а потому что да, это действительно ваше. Так и держать, мои хорошие, правильно. Так, еще неизбежно кому-то поменять окружение, что ли. Что-то вот с людьми, которые вокруг вас. Может быть, вы пойдете на обучение, может быть, у вас какой-то новый коллектив появится. Либо работу будете менять, либо пойдете на обучение. Вот у вас новые лица появляются в жизни. Лица улыбающиеся, лица добродушные. Не там кирпичи и груши, а вот именно хорошие такие вот улыбочки идут. Знаете, вот мне очень нравится, что плохих людей у вас выталкивают из жизни, а хорошие вот, получается, у нас входят в жизнь. Если будут предлагать вам какое-то обучение, обязательно соглашайтесь, вам это нужно. Вот прям нужно и все. Вот прям обязательно, обязательно. Идите, получайте новые знания, обязательно развивайте себя. Так, ну и по итогу. По итогу вот в венце замечательная вилка вышла. В этой вилке вот классическая семья. Ну, у кого-то, да, муж, жена, ребенок, а у кого-то муж, жена, да, и какое-то общее дело. Дело на двоих, дело вашей жизни. Крыша дома вышла, просто прекрасная крыша. Дом добротный такой, богатый дом. Люди в нем счастливы, в нем очень хорошая положительная энергетика. Вот неизбежно вам быть счастливым человеком. Вот хотите верьте, хотите нет. Вот когда с вами случится, обязательно мне напишите. Это будет, это уже прописано. И, кстати, это не первая отсыпка, когда я это вижу. Даже не сомневайтесь, не думайте, что я все время говорю одно и то же. Нет, я говорю то, что я читаю, то, что я вижу, то, что мне идет из потока. Вот, пожалуйста. Счастью быть. Тут и брак идет, и достаток идет, и новизна. Вот так вы раньше никогда не жили. Жизнь в свое удовольствие. Вот жизнь в раю идет. Мои хорошие, действительно, жизнь меняется. Действительно, вы очень многое заработали, заслужили, свое уже отстрадали. Вы не переживайте, не бойтесь. Дальше будет только лучше. Бояться нечего. Вы сильный человек. Жизнь ваша набирает обороты. Перспективы возможностей идут. Ну и высшие силы немножечко подчищают. Подчищают то, что вам мешает. Это правильно, это замечательно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.